Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире программа «Якутск». Сегодня мы транслируемся в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вопросы нашим гостям. У микрофона редактор Мария Ким. Со мной работают также мои коллеги Николай Слепцов-Айдын и Михаил Эверстов. В первом блоке сегодня мы поговорим об именной стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Вот эта вот именная стипендия «Знанием победишь» была учреждена Михаилом Ефимовичем в 2002 году и призвана активизировать педагогическое мастерство и новаторство, оказать реальную поддержку одаренным и талантливым детям, содействовать концентрации творческих сил, энергии и воли во имя будущего нашей родной республики. Более подробно об этом сегодня нам расскажут гости первого блока. Это ректор Малой академии наук, доктор философии, член конкурсной комиссии республиканской премии «Знанием победишь» Василий Климович Павлов. Здравствуйте. Приветствую вас. И лауреаты премии «Знанием победишь» прошлых лет Абрамова Оксана Ивановна, преподаватель Якутской балетной школы имени Посельских, заслуженная артистка Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Платона Алексеевича Аюнского. Здравствуйте. Здравствуйте. Также у нас в гостях Попов Николай Николаевич, солист балета Государственного театра оперы и балета имени Соруна Моллона, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь, да. Да, и, конечно же. Да, немножко расскажу про именную стипендию. Называется именная стипендия, потому что связана с деятельностью нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. В свое время он ее создал, из своего фонда он выплачивал полностью стипендию. В этом году, благодаря решению нашего Ильдархана, это стало государственной стипендией. Поэтому еще статус очень повысился сильно. Да? Существует общественная комиссия, которая определяет как раз в этот день, сегодня последний день как раз приема заявлений, да, с кандидатурами. Сколько было заявок подано в этом году? В этом году 190. 90 наших школьников подали, да, так сказать, и это очень замечательно. Ну, имеется в виду коллективы обычно, да, так сказать, подают. Это школьные коллективы, да, так сказать, школы, сами учреждения образовательные. Ну, и много педагогов, различных, значит, общественных организаций, которые подают. Поэтому в этом году очень тоже интересный конкурс. Всегда он очень увлекательный, потому что уникальные люди всегда как раз получают у нас данную именную стипендию. Каждый год Михаил Ефимович проводил эту стипендию, как раз вот этот конкурс. Он сам ее же и возглавлял, сам же смотрел все лично как раз заявления, смотрел все кандидатуры, делал ветинг, сам подбирал их, да, так сказать. В основном это сперва были как раз люди, связанные с его родным Улусом районом, да, Фангаласским, да, вы читали об этом, Актемский наслег, да, он очень любил свою родину, да, и очень хотел, чтобы оттуда можно было людей отметить, которые сделали большой вклад в образование. Потом это все расширилось, стало наподобие такой небольшой нашей Нобелевской премии фактически, да, получается, для детей это очень важно. Все те, кто сказали что-то, сделали удивительные вещи, да, так сказать, свое школьное время, да, обучения, они здесь могут быть отмечены данной стипендией. Также вот Михаил Ефимович был большим приверженцем классического образования, классическая музыка, классический танец, это балет наш, да, так сказать, это высшая школа музыки. Все удивительные достижения, которые сделаны у нас в республике, в этом направлении должны быть отмечены. Вот он так считал. Поэтому у нас много звезд балета. Как раз Николай Николаевич, да, так сказать, у нас лауреат. Михаилу Ефимовичу очень это все понравилось. Как раз все это происходило в Сахатеатре, да, в таком замечательной атмосфере, да, классической музыки, балета. И это все происходило в день его рождения, 13 ноября. Таким образом он отмечал свой день рождения. После вручения он обычно устраивал такой ужин с лауреатами.
Да, и это было такое замечательное мероприятие, где очень душевно, легко велся разговор о будущем, о достижениях, о том, что можно сделать. Да, вы, наверное, все помните, да, кто принимал участие в этом. Это было такое замечательное событие. Сейчас я думаю, что эта награда стала еще и государственной, да, именной стипендией государственной имени нашего первого президента. Поэтому считаю, что эта стипендия, она имеет уже свое будущее, да, так сказать, будущее как раз как одна из самых важных наград нашей республики Саха-Якутия. Ну, нужно отметить, что всегда, значит, комиссия общественная работала очень активно, каждую кандидатуру рассматривали, всегда ее возглавлял бессменно Ноев Афанасий Иванович, да, так сказать, наш министр культуры, он все время в разных ипостасях, он возглавлял ее, да, но, естественно, были самые такие активные участники вот этого коллектива общественного, да, так сказать, вспомним, ну, она всегда у нас, да, так сказать, Ульяну Алексеевну, да, Винокурову, она доктор социальных наук, кандидат психологических наук, очень такие важные и известные люди в нашей стране, да, нашей республике. Ну и, соответственно, сейчас вот новые люди появились, да, так сказать, это Ниргун Михайлович Павлов, руководитель Института повышения квалификации и развития образования, да, так сказать, который в этом году как раз совсем через несколько дней отметит 85-летие. Да, такое вот удивительное и самое такое важное образовательное учреждение, институт, который определяет развитие нашего образования в республике. Ну и, соответственно, значит, у нас Федоров, да, так сказать, Прокофий Михайлович, это всегда вот Михаил Прокофьевич, извиняюсь, да, так сказать, он всегда такой важный участник данного мероприятия, да, так сказать, в качестве члена комиссии общественной. Ну и Колесов Олег Егорович, знаете, да, так сказать, руководитель, директор, да, так сказать, как раз шеф-редактор, главный редактор дирекции, да, НВК Саха и Мамонт. То есть это очень, ну, естественно, вспомним еще Сидорова Олега Гавриловича, да, который у нас возглавляет такое очень важное направление, как образование журналистов, да, так сказать, он открыл у нас кафедру журналистики в нашем Северо-Восточном федеральном университете, член Союза журналистов, да, и писатель, и очень известный общественный деятель, да, так сказать. Получается, у нас очень такая сильная группа, да, так сказать, и у нас в этом году, ну, всегда был еще Никита Гаврилович Соломонов, он как раз умер, и поэтому, значит, мы потеряли такую важную еще культовую личность, да, так сказать, которая была всегда в нашей общественной комиссии. Но в любом случае, да, так сказать, у нас работа будет очень активной в этом году, потому что награды мы, естественно, найдут своих обладателей, да, так сказать, и это будет первый раз уже в государственном таком статусе. И вот очень надеемся, что до 12 ночи сегодня, да, подавайте, еще время осталось. У нас всегда есть такая привычка, да, до самого конца вот ждать, а потом подавать. Поэтому я думаю, что это будет очень такое радостное событие. Да, так сказать, мы будем ждать до 12 подачи новых, значит, заявок, да, заявлений с нашими новыми кандидатами. Но дата, я так понимаю, она не без изменений осталась. 13 ноября, торжественно мы узнаем. Да. Обладателей премии «Знанием победишь» 2024 года. Вот, я хотела как раз к Николаю Николаевичу обратиться буквально до начала передачи. Вы нам рассказали интересную историю. Тот момент, когда вы сидели и на ужине на торжественном, Николай Николаевич осмелился сказать... Да, прервать ужин. Нас, студентов, позвали на постановку балета «Спартак». У нас была репетиция как раз в это время. Я прервал ужин, сказал, что Михаил Ефимович, извините, мне надо на работу. У нас идет постановка балета «Спартак». Он был в курсе всего и сказал, поддержал меня. Вот. Молодой человек должен работать. То есть иди, конечно. И успехов тебе, пожалуйста. Это вот в день он получает вот эту вот высокую премию «Знанием победишь» и во время торжественного ужина. И, несмотря ни на что,
встает и идет, выполняет свою работу. Я запомнилось. Да, на репетицию. Это сколько лет назад было? Ты же был студентом. Да, я был студентом. Это было 10 лет назад, в 2014 году. Заканчивал 3-й курс балетной школы. Это было такое время, где мы были очень заняты вот в спектаклях. Потому что уже почти заканчиваем школу. Поэтому молодые ребята уже должны быть готовы к сцене, поэтому нас всегда задействовали вот в театральных постановках. Обучение практически было непрерывное. Да, непрерывное. Но это была постановочная работа великого нашего мэтра Юрия Григоровича. Да. 3-й спектакль, да? Но стоит отметить, что Оксана Ивановна преподаватель, учитель Николая Николаевича и тоже обладатель премии. А вы расскажите, пожалуйста, свою историю, когда это было, сколько лет назад? Ну, я получила свою из рук нашего первого президента именную стипендию в 2019 году. А так, конечно, первый президент наш Михаил Ефимович является основателем нашей якутской балетной школы имени Аксении Натальи Посельских, поэтому это очень престижно, конечно. Он очень любил это свое детище, и для поддержки, для того, чтобы дети стремились к большим знаниям, он нас поддерживал всегда. А когда вы узнали, что вы номинант на премию, нет, вы уже обладатель, и что вам будут вручать, какие были ощущения? Ну, это очень волнительно было. На сцене Сахатеатра прямо тряслась, как будто вот перед выступлением. На сцене, наверное, первый раз, да, как будто. Да. Я вот хочу сказать, что балет — это наше все, если честно, да, так сказать. Это очень российская, традиционная тема. Это высокая культура, это цивилизация, это классика. Особенно балет «Спартак» — это такой сложный балет, да, если честно. И вот очень благодарны как раз Григоровичу, что вот он у нас поставил, да. Это большая работа и работа огромного коллектива наших балетных звезд, да, так сказать. Там ребята все принимали участие так вот искренне и очень трудолюбиво, да, так сказать, трудились во всех этих репетициях. Это все замечательно. Каждый раз Михаил Ефимович восхищался нашими балетными звездами. Я вот все вспоминаю, да, так сказать, я когда-то читал очень интересную книгу, выпущенную в 1964 году, кстати, да, и это книга одного канадского писателя, Джон Сент-Джон его звали, да, так сказать, называется «Сибирь». И как раз там есть упоминание, что он посетил город Якутск и, значит, кинотеатр «Центральный», там проводился балет, да, так сказать, это был балетный спектакль, он посетил балетный спектакль, это было в ноябре месяце, в конце, да, так сказать, было очень холодно, но в самом кинотеатре было замечательно, и он увидел этот балет, вышел, и он говорит, текли слезы, говорит, просто не мог остановиться, я плакал, говорит. Настолько я был потрясен тем, как очень далеко в конце какой-то айкумена люди танцуют балет. Вот это самое важное. Потому что мы что-то делаем такое, что продвигаем цивилизацию. Даже в такой далекой окраине, да, скажем так, ну, СССР тогда, да, это очень важное дело на самом-то деле. То есть мы здесь создаем цивилизацию. Вот о чем разговор. То, что я все время хотел, Михаил Ефимович Николаев. Сделать нас выше, сделать нас частью большого мира, да, так сказать. Вот это тема действительно очень серьезная, и нас как раз дети сейчас, они же далеко ушли, да, так сказать, имеется в виду, в больших коллективах работают, да, танцуют сейчас. Вспомним, вот у нас хорошая такая группа, тоже лауреат, да, так сказать, Алисия Андреевна Пак, да, так сказать, она вот как раз родственница, да, прямой потомок как раз вот Ксении, да, так сказать, и она вместе с нашим Иваном Одинцовым, да, так сказать, такие вот вещи, да, сделали, что это победители различных тоже конкурсов, да, так сказать, это уже последнее поколение, да, вот этих наших балетных звезд. И все это продолжается очень большим трудом. Да, кстати. И приезжают в родную свою республику, работают в своем родном театре, продолжают вот традиции, да? Да. На Дальнем Востоке фактически мы же, кстати, являемся, да, основным вот балетным центром.
Да, это вот я все время об этом думаю, да, так сказать, потому что действительно это так. Где-то мы несем невероятно высокое качество, да, так сказать, вот профессиональное исполнительное искусство. Потому что никто не может сказать, что самым трудным, да, так сказать, в профессиональном плане танцевальным искусством является балет. Это вот действительно так. Это много-много часов, да, больше 5 часов каждый день, да, тренироваться и тренироваться. Это такая жизнь, которая уникальная, да, так сказать. И еще вот у нас в Арктике такое, наверное, очень мало где можно увидеть. Так же ведь получается. Образ жизни. Да, образ жизни совершенно другой, да. Это вот в минус 50, представляете, да? Да. Мы просто передовые зрители, да, мы несмотря ни на что. Обычно у нас как в минус 50 пешком идем до театра оперы и балета, чтобы посмотреть новые постановки. Вот сейчас буквально на носу стоит, вы представить должны премьеру «Риголетто». Да. Вы в нем принимаете участие? К сожалению, нет. Ну, что впереди, Николай Николаевич? Артисты балета тоже принимают участие. Да, Это артисты, опера. да, это опера. Простите. Не, ну там бывают балетные Да, тексты. там же Ну, все вот, знаете, вот Наши я хочу коллеги сказать, заняты. вот, кроме Николая Николаевича, у нас еще получили, будучи студентами, значит, одна из первых, это Мария Кузьмина, она сейчас солистка балета театра оперы и балета Сорона Молана. Николай Выломов, он сейчас работает в Астрахани. Да, да. Николай Попов. Да, знаменитый. Иван Матвеев, он работает Станиславского Немировича Данченко. Иван Одинцов, он работает в театре Бориса Эйфмана. И вот одна из последних, получила Алисия Петр Портнягин, простите, пожалуйста, он артист театра танца. Да. Ну, читая историю данной премии, я понимала, что сперва в те первые годы, начиная с 2002 года, получали ученики и вообще яркие представители из Актёмского наследия, Жуковского. Да. Ну, оно вот расширялось. Все время расширялось, и сейчас мы дошли до того, что как раз очень много талантливейших ребят, да, из Южной Якутии, Западной Якутии, да, так сказать, тоже вот являются лауреатами данной премии. Вот я хочу отметить, в прошлом году, например, у нас был Быков Вадим, да, вот он замечательнейший у нас сильный такой студент сейчас, да, так сказать, он как раз учится в Московском институте стали и сплавов и организует тоже очень сильные, интересные хакатоны. Его группа побеждает все время, его команда. Он команду создал, да, так сказать, стал победителем. Вот как раз МПИТ всероссийский сделали, да, моя профессия IT, и они стали там победителями. Плюс он во всех этих интересных мероприятиях в Москве участвует. То есть все наши вот как раз звезды, да, так сказать, это самые такие ярые, главные активисты, да, и действительно это ребята, которые уже показали себя, да, так сказать, удивительным образом. Олег Федякович, да, Олег Денисович Федякович из Ленска, он, значит, как раз учился ИТМО, это Институт тонкой механики и оптики в Санкт-Петербурге, это самый наш лучший премьерный университет по IT-индустриям, да, он закончил его с красным дипломом, получил еще и специальную премию как лучшая дипломная работа, да, лучшая дипломная работа, и сейчас он создал свою компанию, которая создает софтвер для медицинских учреждений, то есть очень полезными вещами занимается. Он еще, будучи школьником, создал такую игрушку, IT-игрушку, да, то есть программную такую вещь, которая по всему миру как раз распространилась. Вот такие талантливые дети у нас, да, так сказать, они показывают себя и уже чувствуют себя полезными и действительно являются востребованными в нашей стране, да, и во всем мире, я так считаю. И вот в этом году вот из 190 вот этих вот заявок, сколько вы должны будете определить? Да, у нас, значит, не так много. Вот да, так сказать, это очень маленькая группа людей, да, так сказать, это один ребенок по проектной, научной деятельности, один ребенок у нас должен быть по олимпиадной деятельности, один по балетному искусству, допустим, да, так сказать, и культуре искусства, да, получается. Это совсем маленькая группа, поэтому у нас всего на данный момент 50
51, да, 51 лауреат среди обучающихся, да, так сказать, ну и 69 как раз вот из взрослых, да, деятелей искусства, культуры, педагогической, образовательной сферы, да, которые дали огромный вклад в развитие как раз образования, культуры и науки здесь, в Якутии. Ну, вам, членам, предстоит большая работа, и 190 выявить самых лучших. Да, совершенно верно. Да, Василий Климович, спасибо большое, что вы к нам пришли. Оксана Ивановна, спасибо большое. Николай Николаевич, наш эфир подходит к концу, буквально остались там считанные секунды. С результатами потом ознакомите, пожалуйста, обязательно. нас. Обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Быстро улетело время. Да, 20 минут. Как всегда. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы продолжаем нашу программу «Якутск сегодня». И вот указом президента России был установлен День среднего профессионального образования. Он отмечается 2 декабря. В преддверии праздника мы пригласили к нам в студию Лилию Михайловну Иванову, директора Института развития профессионального образования, кандидата педагогических наук, и Захара Николаевича Никитина, директора Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, кандидата педагогических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим праздником. Осталось буквально там считанные дни, послезавтра, 2 октября. И у меня первый вопрос к Лилии Михайловне. Вот расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш институт? Ну, само название говорит нашего института о том, что мы ведем методическое, организационное, научное, инновационное сопровождение деятельности наших колледжей и техникумов на территории нашей республики. Причем мы занимаемся этим не только... учредителем у нас является Министерство образования и науки республики, тем не менее мы работаем со всеми колледжами, в том числе подведомственным и Министерство культуры, спорта, труда, Министерство инноваций, частные колледжи, например, Якутский колледж инновационных технологий, колледж инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета. То есть все организации, которые реализуют программы среднего профессионального образования, находятся в зоне нашего внимания и сопровождения. Ну и, конечно, мы занимаемся развитием и инфраструктурных федеральных проектов. Сейчас мы плотно работаем по созданию мастерских на средства единой президентской субсидии по линии Миндаль-Восток развития. Конечно, мы занимаемся много вопросами качества профессионального образования, ведем систему мониторинга, комплексной оценки эффективности деятельности, ведем работу по повышению квалификации наших сотрудников колледжей и техникумов, проведением различных конкурсов профессионального мастерства, например, как мастер года, да? Ну и, конечно, различные же социальные активности для нашей студенческой молодежи. Это и различные участия в всероссийских мероприятиях, это наши региональные проекты, как то «Шаг в будущую профессию» или экологические проекты, как «Зеленые гонки». И еще, наверное, обязательно нужно сказать про развитие чемпионатного движения профессионального мастерства среди школьников, студентов, профессионалы, Обилимпикс, чемпионат высоких технологий, Артмастер, Дельфийские игры. Занимаемся мы также внедрением бережливых технологий в систему как общего образования проектом «Комфортная школа», так и эффективный регион в систему и в Министерстве образования и науки, и в наших колледжах и техникумах. Ну и, конечно, занимаемся целевой подготовкой, отраслевыми проектами подготовки кадров, ну и редакционно-издательская деятельность. То есть у нас очень обширное поле деятельности, и мы как институт, хотя нас физически численно не так уж много людей работает, тем не менее мы готовы всецело, всемерно отдаваться вот своей работе, оказывать сопровождение, поддержку нашим студентам, преподавателям, мастерам, ну и, конечно, руководителям, управленческим командам. Хотелось бы узнать сейчас в стране нашей очень идет активная работа по реализации федеральных проектов, национальных проектов.
Вот про это вот вы вначале озвучили, что работа проводится. По мастерским хотелось бы поподробнее узнать, что за мастерские, где, и потому что до начала передачи вы сказали, что преимущественно сейчас идет поддержка рабочих кадров. Дальневосточные мастерские мы реализуем уже второй год. В прошлом году мастерские были созданы в подразделениях Центра подготовки рабочих кадров «Арктика». Это в Тиксе, Булунском, Верхоянском, в Батагае и в Жиганском районах. Кроме того, в Черском Арктический колледж народов Севера, Ленском технологическом техникуме. В этом году мы создаем мастерские на базе Сунтарского, на базе Нюрбинского техникума, на базе Горно-геологического, Намского техникумов. Вот география достаточно обширна. Но это одно из направлений. Да? Другое направление сейчас по России шагает федеральный проект «Профессионалитет». Он тоже стартовал года 4 тому назад, пришел взамен федеральному проекту «Молодые профессионалы», который тоже был связан с созданием мастерских. Профессионалитет на сегодня – это некая новая модель подготовки кадров, которая очень тесно связана с компаниями, с предприятиями, работодателями, которые внутри создаваемых профессионально-образовательных кластеров взаимодействуют, соучаствуют сами в подготовке кадров для своих же предприятий. Профессионалитеты у нас созданы первый на базе сельскохозяйственного техникума в городе Якутске. Затем появился у нас кластер профессионалитета по горной добыче на базе Южно-Якутского технологического колледжа в Нирингре с такими крупными угледобывающими компаниями, как Колмар, Эльга, Якутуголь. Ну и в этом году тоже мы прошли федеральный отбор. Коллектив Якутского педагогического колледжа в 2025 году будет создавать кластер профессионалитета по педагогике. Ну и данный конкурс, отбор, внедрение данной образовательной технологии продолжится до 30 года, и, соответственно, в последующих годах мы тоже готовы принимать активное участие. Другой федеральный проект – пилотная площадка по созданию колледжа креативных индустрий. Вот уже 3-й год. Раньше он у нас назывался Якутский колледж технологии и дизайна. Он с прошлого года преобразован как раз вот колледж креативных индустрий Аярустар. Вместе мы проводили в прошлом году отраслевой чемпионат по креативным индустриям. Как раз вот студенты колледжа под руководством Захара Николаевича тоже принимали в нем активное участие. Ну и, конечно же, тоже федеральный проект по внедрению методик преподавания общеобразовательных дисциплин профильной направленности в рамках федерального проекта «Современная школа». Ну, вот такие вот крупные федеральные проекты, в которых участвуют наши колледжи, и которым мы тоже, как региональный оператор, тоже помогаем внедрять в их образовательные процессы. Ну и сразу же, конечно же, вопрос к Захару Николаевичу про подготовку кадров креативных индустрий. Что это, как это, чтобы уже на более простом языке мы понимали. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Наш колледж в прошлом году открыл школу креативных индустрий. И это по линии Министерства культуры Российской Федерации. По программе «Придумано в России». Мы участвовали в конкурсе и выиграли. И порядка 47 миллионов закупились оборудованием. И вот с прошлого года начали 2-годичное обучение детей школьного возраста. То есть 100 детей города Якутска к нам ходят в нашу школу, обучаются по 3 компетенциям. Это фото-видеопроизводство, современная электронная музыка и звукорежиссура. Очень надеемся, что наши студийцы, мы их называем студийцами, школа называется «Стартык», то есть это и искусство, и как бы сияй, да, и по окончанию данной школы они поступят к нам в колледж и продолжат свое обучение.
И с ними работают такие именитые мастера, как Сергей Зверев и Иван Семенов, Станислав Олесов. И уже есть свои успехи. Например, в прошлом году в Республиканском кинофестивале наши студийцы заняли первое место именно в номинации «Документальное кино». Реализуют очень много проектов. А в самом колледже мы обучаем, можно сказать, по креативным индустриям. Это у нас музыкально-звуковое мастерство и фото-видео творчество. Ну, а так, в целом, наш колледж является творческой образовательной организацией, и, можно сказать, все наши студенты креативные, и все можно сказать, что все наши специальности относятся к креативной индустрии. Я согласна. Вот, Захар Николаевич, начинается новый учебный год. Колледж культуры для меня это самый мой родной колледж, потому что сама я в стенах проучилась 3 года. И хочется узнать, какие нововведения с этого года какие-то, может, у вас есть? Ну, мы основной упор, конечно, в связи с вектором развития креативной экономики, основной упор делаем именно в подготовке кадров по креативной индустрии. Все мы знаем, что через несколько лет у нас в республике построят кинопавильон полного цикла, да? А вот в следующем году откроется арктический центр эпоса, и нужны очень много кадров, именно которые владеют современными технологиями, компетентны именно в этой отрасли, да, и поэтому, конечно, основной упор делаем именно подготовки кадров креативной индустрии. Если раньше была только одна группа фото-видеотворчества, то на сегодняшний день обучается 3 группы, именно 60 студентов именно обучается по этой линии. И в этом году набрали, и если в следующем году тоже будет, нам дадут контрольные цифры приема по фото-видеотворчеству, да, то обязательно тоже наберем детей, студентов по этой части. Ну, нововведением, конечно, ряд наших специальностей реализуют федеральный государственный образовательный стандарт 4-го поколения, и новый стандарт тоже от нас требует очень многого. Ну, все в целом идет на то, чтобы специалисты среднего звена, выпускники колледжа были компетентными, знали, умели и имели навык. Ну, конечно, это практика-ориентированность нашего колледжа. Мы сотрудничаем и вот с национальной вещательной компанией САХА, с САХА-фильмом, с IT-парком. Ну, вот благодаря нашим социальным партнерам нам это удается, можно сказать, мы готовим именно качественных выпускников, которые уже задействованы и в съемках телепередач, и в съемках в кинопроизводстве уже со студенческих лет. Плюс кинопавильон сейчас еще единственный по всему Дальнему Востоку построят. Без работы точно и не останутся. Да, очень надеемся. Лилия Михайловна, вот вашим институтом инициировано довольно много вот стратегических инициатив и развитие системы СПО. Какие из них были реализованы? Инициативы прежде всего связаны у нас, конечно, с мониторингом, оценкой эффективности деятельности наших колледжей. Была разработана такая комплексная система, которая позволяет нам, наоборот, дает в руки руководителя очень хороший инструмент для того, чтобы прокачивать и своих коллег, свои управленческие команды, видеть слабые и сильные стороны своей работы и, соответственно, те или иные направления подтягивать для того, чтобы в целом обеспечивать качественную подготовку своих студентов.
В то же время, учитывая, что в образовательный процесс приходит и цифра, нами разработан и реализован проект по созданию и апробации виртуального методического кабинета. На сайте нашей организации у каждого директора колледжа есть свой личный кабинет, где они видят вот эти все результаты комплексной оценки. Более того, в прошлом году, с позапрошлого года мы инициировали проект по грантам главы республики для колледжей и техникумов, который в прошлом году был успешно поддержан нашим главой Айсеном Сергеевичем, подписан указ. И вот в этом году, в день СПО, мы второй раз будем, не мы будем, а глава будет вручать гранты за достижение обучающихся колледжей и техникумов. Об этом, наверное, чуть позже. Также мы инициировали в прошлом году поощрение выпускников колледжей, которые при сдаче итоговой государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена профильного уровня сдали его на 100 баллов. И поощрение в размере 100 тысяч рублей студентам, выпускникам и их наставникам, которые подготовили такой уровень их профессиональной подготовки. Вот такое же поощрение есть у школьников. У школьников. И мы пошли по аналогии ЕГЭ школьников и решили, что студенты колледжей и техникумов, они тоже достойны получать такое поощрение от главы республики. И, конечно же, мы вплотную работаем совместно с нашим Центром опережающей профессиональной подготовки, учредителем которого мы являемся. Работаем по профессиональной ориентации школьников с тем, чтобы они могли пробовать себя в различных профессиональных компетенциях и выбирать правильно свою будущую профессию, приходить к нам в колледжи, поступать в вузы и так далее. Так мы инициировали так называемый проект «Образовательный сертификат», когда правительство республики вкладывало бы денежные средства на получение первой профессии, который был поддержан тоже Айсеном Сергеевичем, и в рамках нового стратегического указа о развитии единой системы образования запускается проект «Моя первая профессия», где от бюджета региона на каждого желающего выпускника 9 класса, но сейчас в пилотном режиме это в сельских районах, 20 тысяч на получение первой профессии, еще обучаясь в школе. Это вот после только 9-го? Да, после 9 класса. И одной еще инициатив тоже профориентационной направленности. У нас был запущен проект 2 года назад с арктической школой Якутский технологический техникум сервиса. Проект, который называется «Технология 2.0», когда на базе созданных мастерских прекрасных, высокотехнологичных, современных в колледжах школьники могут обучаться своему школьному предмету под названием «Технология», который в этом году переформатирован в учебную дисциплину «Труд». И мы хотим далее масштабировать данный проект, тиражировать его в районах, где есть колледжи, техникумы, где создаются вот эти прекрасные мастерские, как в Черском, в Тиксе, в Жиганске, в Верхоянске, а не только в городе Якутске или в близлежащих районах, чтобы такая возможность у школьников, еще обучаясь в школе, была возможность получить ту или иную профессию и впоследствии иметь какие-то гарантии, что он сам себя потом может где-то заработать, еще и будучи студентом, школьником, и оказывать поддержку своей семье, например. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, рассказали нам о своей работе. Поздравляю вас еще раз с наступающим праздником и желаю вам, вашим студентам всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо.